Здравствуйте! Хайп в современном информационном мире отражает настроение общества. Или это способ манипуляции? Об этом прямо сейчас говорим с гостем интервью. Это Николай Стариков, член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду», писатель и публицист. Николай Викторович, рада приветствовать вас в нашей студии. Ну вот тема нашего с вами разговора называется «Хайп от фейка недалеко падает». И вы сделали такую небольшую ремарку. Неужели нет других слов? Я даже сказал чуть по-другому. А по-русски здесь уже не разговаривают? Какое русское слово подберете к слову «хайп»? Ну, что-то, наверное, злоупотребить или получить максимальное внимание аудитории. Насколько сегодня злоупотребляют этим словом? Да очень сильно злоупотребляют. Отсюда и появился, наверное, английский аналог, который, все-таки нам надо говорить по-русски, а злоупотребление информационным потоком всегда существует. Вопрос только, в каких целях это осуществляется. Мне кажется, что в основном цели две. Первая цель – это привлечь к себе любимому какое-то внимание, неважно, положительное, отрицательное. А с другой стороны, манипулирование общественным мнением с какими-то долгоиграющими, скорее всего, отрицательными целями. Потому что если вы что-то хорошее хотите, зачем же вам манипулировать аудиторией? Вот очень часто люди начинают писать опровержение, что-то доказывать. Вы из тех людей, которые в противовес пишете правду, пишете то, что действительно происходит. Вот скажите, пожалуйста, насколько вам сегодня это интересно и важно? Я всегда писал то, что мне интересно. Мой интерес к истории, политике, к экономике, он и побудил меня, собственно говоря, начать писать книги. Поэтому у меня ситуация, наверное, в некотором смысле идеальная. Я считаю вот так. Я об этом так и пишу. Ну а дальше оценки дают читатель, потому что это не диссертация, это не истина в последней инстанции. Но я уже написал 21 книгу, сейчас работаю над 22-й. И, конечно, побудительным мотивом всегда является внимание аудитории и благодарность читателей. Ну давайте о 22-й книге, вот коротко, о чем сейчас пишете? Эта книга будет посвящена малоизвестным или неизвестным героям России. Но не в смысле тех, кто получил это высокое звание, а тех, кто совершил большой вклад, подвиг в истории России. Это не только советский период, это имперская Россия. Ну, в общем, вся Россия, как мы ее знаем и любим. Что касается именно публикаций, в бумажном виде сегодня книги мало читают, у вас действительно очень важная литература, и, во-первых, ее нужно оперативно публиковать и давать читать как вот в бумажном экземпляре, но все-таки электронная версия сегодня, она тоже популярна. Помимо вот электронных библиотек, где вы еще публикуетесь? Вы говорили радио. Ну, как публицист, как человек, я в эфире у вас, да, телевизионных программ. У меня есть еженедельная программа на радио «Комсомольская правда», во всех социальных сетях. Что же касается формата чтения, каждый получает, как ему нравится. Я лично читаю только бумажные книги. В электронном виде не могу, не идет. Кто-то слушает аудиокниги, и для таких людей я каждую свою книгу сам прочитываю. То есть это тоже, я считаю, важным. Ну, будет точно так же и с новой книгой. Как издавать? Сам процесс верстки, распространения книги, этим занимается издательство. Моя задача как писателя – написать книгу и сдать ее, передать в издательство. Вот сегодня много говорят о патриотизме, особенно в отношении воспитания наших детей. И многие, наверное, педагоги скажут, что действовать нужно аккуратно, предельно аккуратно. Вот как сегодня с молодежью говорить о стране, говорить о символике, чтобы им не стало скучно, чтобы это действительно было эффективно и правильно? Ну, я достаточно часто выступаю в основном в студенческой аудитории, бывает встречи со школьниками. Надо рассказывать интересно. Ну, вообще надо все делать интересно. Если что-то делать скучно, то, конечно, внимание аудитории потеряешь очень легко. Ну, мы же с вами учились в высших учебных заведениях. Были хорошие лекторы, а были скучные лекторы. И это зависело даже не от предмета, это зависело от личности того, кто пытался донести нам какие-то знания. Поэтому, надо стараться делать все интересно. Ваш YouTube-канал заблокировали. Вот на сегодняшний день ваш диалог с вашими читателями где прежде всего происходит? На всех остальных площадках, кроме YouTube. Google уничтожил мой канал, в котором было больше 500 000 подписчиков. Я выиграл суд у Google. И сейчас идет там последняя апелляция, не сомневаюсь в победе. Дальше будет очень интересно посмотреть, как в юридическом поле будет выполняться решение российского суда. А я присутствую везде, на всех социальных площадках, во всех
существующих соцсетях, естественно, разрешенных в Российской Федерации, за исключением Ютуба. Но это, я так понимаю, в рамках борьбы за свободу слова. Уничтожаются аккаунты определенных людей, средств массовой информации. Кстати, для справки, Google, ну это информация примерно месячной давности, закрыл 130 каналов. И сколько еще? То есть мы с вами уже говорили о том, что вот, допустим, мы, как журналисты, тоже аккуратно ведем свои YouTube-каналы, и многие даже просто туда не выкладывают. Вот вообще ваши рекомендации для журналистов, публицистов, как сегодня, вот где найти ту самую площадку, в которой можно рассказывать, говорить, чтобы эта площадка была читаемой? Ну, мне-то, как говорится, легко говорить. Мой канал уже на Ютубе закрыли. Но в целом я считаю, что осторожничать там не надо. Они все равно закроют ваш канал рано или поздно. Просто у них бюрократия есть, там очередность какая-то. Но мы с вами должны задавать себе другой вопрос. Если мы видим какого-то значимого общественного деятеля, у которого большое количество подписчиков, большой канал в Ютубе, вопрос, почему он до сих пор работает? Это значит, что компания Google и стоящие за ней глобалисты, ну, враги России, считают, что он не опасен. Или он вреда наносит больше, чем пользы. Ну, в России, конечно, с их точки зрения. Поэтому, дорогие друзья, обращайте внимание на то, не кого закрыли, а кто еще работает. А тем, кто продолжает там еще выкладывать, в этом ничего предрассудительного нет. Но просто не надо бояться, что они рано или поздно что-то сделают. Не надо стараться им понравиться. Делайте то, что вы считаете важным, нужным. Слушайте свою совесть. А Google все равно, рано или поздно, всех должен закрыть. А кого не закроет, мы с вами увидим. Что касается иноагентов, это тоже очень такой важный момент. Ну, у вас есть вот какое-то собственное мнение в отношении этой темы? Конечно, нужно было сделать это лет на 10 раньше. Потому что все те, кто мы считали врагами России, а сейчас называются скромно иноагенты, они оказались врагами России, иноагентами, уехали за границу, работают в средствах массовой информации наших прямых врагов, одобряют бомбардировки и удары по нашей территории. Я думаю, что если бы мы эту ясность внесли бы лет на 10 пораньше, было бы гораздо лучше. Но у вас есть все равно, вот у меня как у журналиста есть небольшое сожаление, что, может быть, где-то перегнули палку, что вот какие-то конкретные журналисты, они действительно патриоты, но они иноагенты. Наверное, где-то что-то когда-то перегнули. Ну, во-первых, можно вернуть ситуацию назад, это раз. Во-вторых, я не очень себе представляю журналиста-патриота или еще кого-то патриота, который берет деньги у иностранцев. Ну, как-то вот у меня это не очень сходится. Ну и возвращаясь вот к теме фальсификации информации, о злоупотреблениях, мы говорили, как это предотвратить? Существует два способа. Первый способ сложный, дорогостоящий по времени. Нужно самому разобраться, как устроен мир, и тогда, ну, конечно, не в 100% случаев, но в большинстве вы будете видеть ниточки, понимать, кто пытается манипулировать вашим мнением и отношением. Есть второй вариант. Использовать проверенные источники, доверять определенным людям, которые для вас отобрали информацию, и не пить из информационных луж. Потому что, как известно в русской сказке, будешь пить из лужи, козленочком станешь. Вот если вы будете пить из информационной лужи, произойдет ровно то же самое. Аллегория очень даже интересная. А как эти лужи обойти? Вот как понять, что это действительно лужа? Ну, если там написано иноагент, это точно лужа. Даже, я бы сказал, помойка. А остальном, ну, нужно использовать первый путь. Стараться разобраться, использовать проверенные источники для вот этого наполнения себя информацией. Давайте о гражданском обществе. Какую вообще ситуацию вы наблюдаете среди молодежи? Мне кажется, вот они стали патриотичнее, особенно дети вот, 11 лет. Для них вот понятие «Россия», оно как-то важнее, чем те, кому сегодня 18-20. Ну, поскольку у меня дети немножко побольше, чем 18 и чем 11, я вот этой разницы пока не готов, не ощущаю, потому что общаюсь со студентами и школьниками вот, выпускных классов. Большой разницы между ними не вижу, но мне кажется, что сейчас ситуация стала как-то яснее. Вот, ну, просто вот враг, он себя проявляет, ну, как и должен проявлять враг. Он пытается нанести ущерб, стреляет по нашей стране, стреляет в наших солдат, пытается нагадить во всех сферах, начиная от экономики, заканчивая, не знаю, там, свободой передвижения. Все как-то более открыто. Надо просто не стесняться
рассказывать нашим молодым людям все это, я вообще бы сказал, что сейчас наступила такая эпоха ясности. Вот то, о чем кто-то раньше догадывался, теперь все говорится прямым текстом, называется своими именами. Нам главное после окончания специальной военной операции не потерять эту ясность. Потому что враги опять будут одеваться в одежды друзей. Я имею в виду не каких-то наших там граждан, работающих на иностранные государства, а эти самые иностранные государства. Они опять будут душить нас в объятиях, предлагать нам какие-нибудь общечеловеческие ценности и пытаться нас сбить с толку. К сожалению, когда им это удается, у нас очень печальные последствия в нашей стране. Так что давайте вот эту ясность сохраним все время. Мне кажется, что ваши студенты тоже задают очень часто такой вопрос, вот кто вообще за всем этим стоит? За всей этой ситуацией с СВО? Знаете, тут много имен. Первое, глобалисты, глубинное государство, владельцы мировых денег, мировые банкиры, масоны. Это все названия примерно одних и тех же, ну если не людей, то каких-то групп людей. Мировое правительство. Это борьба за власть над миром, ни больше, ни меньше. Поскольку мы крупная, самая большая страна, наполненная природными богатствами, трудолюбивым и смелым народом, то построить мировое господство, минуя нас, невозможно. Нас нужно подчинить своей воле и использовать как инструмент, что они и пытаются делать. И сегодня специальная военная операция – это окончательный выход России из-под контроля глобалистов. Вот так это и надо воспринимать. Но у вас такая четкая, уверенная позиция, что хочется спросить, вот как вы думаете, когда все это закончится? Когда наступит то время, когда специальная военная операция будет закончена, когда наши бойцы вернутся домой? Специальная военная операция закончится в относительно ближайшей перспективе. Точные даты, надо спрашивать у военных, а скорее всего у руководства нашей страны. Что же касается моей уверенности в правоте России, она базируется не только на голом патриотизме, но на знании истории, экономики и понимании того, кто играет и как играет. И в этой игре есть свои и чужие. Вот я на стороне своих. А те, кого мы называем иностранные агенты, они потому иностранные и потому агенты, что они на стороне чужих. И так их и надо воспринимать. Ваша работа в партии, вот какую идеологию проповедует «Справедливая Россия»? Вот на сегодняшний день самые актуальные тезисы, тенденции. Ну вот смотрите, «Справедливая Россия за правду» — это социалистическая партия, поэтому идея социальной справедливости — это фундамент, это главное. Просто скажу, что мы выступали инициаторами, шли с этими тезисами на выборы в Государственную Думу, признание независимости ДНР и ЛНР. Поэтому вопрос, как мы относимся к СВО? Поддерживаем обеими руками. Мы выступали за изменение плоской шкалы налогообложения. Как мы относимся к сегодняшней реформе? Ну, конечно, мы поддерживаем. Так что те идеи справедливости, усиления социальной справедливости, которые «Справедливая Россия за правду» предлагала, они воплощаются, и мы этому очень рады. С ребятами, бойцами встречаетесь, ездите в ЛНР, ДНР? Да, конечно, поездки есть. Есть благотворительный фонд «Великое Отечество», который регулярно раз в 2 недели возит медикаменты в Донецк. Там снабжаем воинские части, госпитали. И это вот основная часть той благотворительной волонтерской деятельности, которую мы с коллегами ведем. Как настроение у ребят? Настроение... О чем спрашивают? Что говорят? Ну, вы знаете, настроения бывают разные. Но в целом, мне кажется, сейчас все понимают, почему это происходит, что необходимо делать. И, конечно, все хотят, чтобы это закончилось как можно скорее, но понимают, что для этого нужны серьезные усилия. Спасибо огромное, Николай Викторович. Дорогие друзья, в проекте интервью принимал участие Николай Стариков, член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду», писатель и публицист. Спасибо, ждем вас в нашей студии снова. Дорогие друзья, не переключайтесь, оставайтесь на БСТ.